У апошнія гады супрацоўніцтва ДТСАФ России и Беларуси динамично развивается. 4 гады тому был створаны сумесный президиум центральных советов. На им вырашаются самые актуальные питания. Только за минулый год было проведено 18 сумесных спортивных турниров по техничных видах спорту, великая колькость мероприемств по военно-патриотичному выхованию подрастающего поколения. Проведение ряда совместных соревнований по тем видам спорта, которые мы культивируем. Это совместный комплексный международный пробег с Владивостока до Минска и, соответственно, с Владивостока до Севастополя, посвященный 90-летию ДОСААФ, оборонная организация, которая была создана в 1927 году. А также проведена целая серия мероприятий по этой дате. Для нас, для Республики Беларусь, наверное, самое значимое значение имеет вопрос чемпионата мира по вертолетному спорту, где будут участвовать и команды Российской Федерации и Белорусской Федерации. Одновременно это совпадает с тем, что мы открываем Минский аэроклуб. Мы отправляем наши команды и на чемпионаты мира по самолетному спорту, по парашютному, мотоциклистов, картингистов. Вот в этом году у нас будет, в Российской Федерации будет проходить чемпионат Европы по мотоболу. Сумесное посяджэнне ў Брэсце – гэта аналіз зробленага і распрацоўка планаў на бліжэйшую перспектыву, а таксама перайманне лепшых дапрацовак у падрыхтоўцы спецыялістаў для ўзброеных сіл і народнай гаспадаркі абедзвюх краін. У гэтым годзе запланавана правядзенне 14 сумесных спартыўных спаборніцтваў па розных тэхнічных дысцыплінах, многія з іх міжнароднага ўзроўню. Адзін з праектаў – спецыялізаваныя военныя гульні. В этом году будет. И однозначно мы вот вместе сейчас будем думать, как на площадках проведения этих армейских международных игр. В частности, сюда будет вынесен финал этих игр снайперский рубеж. Как эти площадки нам усилить по составляющей ДОСААФ, чтобы усилить зрелищность мероприятий и провести там мероприятия, связанные с военно-патриотическими клубами, видами спорта, которые культивируют ДОСААФ, и просто пропаганда наших оборонных организаций, их деятельности в интересах государств. Таксама ДТСАФ России дапаможа ў адкрыцці ў Беларусі цэнтра падрыхтоўкі прамысловых вадалазаў, а курсанты цэнтраў юных маракоў змогуць праходзіць практыку на марскіх і рачных судах у Российской Федерации. І гэта толькі частка праекта. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».